Добрый день, дорогие наши друзья, дорогие наши зрители. Меня зовут Саидмурод Давлатов, доктор экономического развития. Я бизнес-тренер с 1998 года. Саидмурод Давлатов, доктор психологических наук, доктор экономического развития, профессор бизнеса и маркетинга, основатель и президент Международного центра развития человека САМО, инвестор в недвижимость, эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин, автор серии книг-бестселлеров «Философия муравья» общим тиражом более 2 миллионов экземпляров, издаются в СНГ и США, владелец и совладелец 18 видов бизнеса, индивидуально обучает 269 предпринимателей с годовым оборотом до 3 миллионов долларов, международный бизнес-тренер с 1998 года. Говорят, вот дядя, у тебя там таможня работает, давай устроим тебя на таможне. Половина жизни он там, половина жизни еще где-то, и ему 40 лет, 60 лет, он так и в жизни ничего не добился. Потому что если человек пойдет по другой пути, он не может стать великим человеком. Кто мне понял? Это настолько важно. Вы знаете, вот у вас бывает, что когда свой размер обуви одеваете, вам комфортно. Бывало такое? Свой размер одежды одеваете, вам очень комфортно. Вот так, когда вы свой талант найдете, ты не устаешь. Понимаете, я Богом дано тренер. Поэтому я этим занимаюсь круглые сутки, но не устаю. Это мой талант. Это правда. У меня есть бизнесы. Мне нет необходимости быть тренером. Нет необходимости ездить выступать. Но есть одна причина, которая меня заставляет это делать. Я вам расскажу. Это мой народ. Именно они меня вдохновляют. Именно она меня вдохновляет. Потому что каждый раз, когда вижу за пределы Таджикистана унижение моего народа, чтобы как они могут, это тебе так боль причиняет, что словами не передавать. Нужно сломать восприятие, которое другие думают про нас. Нужно этот портрет изменить. Создать другой портрет. А для этого нужно, чтобы кто-то начинал. Я начинал как тренер. Кто-то из ребят видит, как я еще что-то начинает. Кто-то станет суперспортсменом. Кто-то станет еще супер мировой музыкантом. Кто-то станет мировой бизнесменом. Потихонечку будет появляться. Потому что один-два цветок весну не строишь. Яд гулдугул кати бахор намешает. Так же. Поэтому это очень важно. Но есть одна вещь. Это даст надежду многим ребятам. Это даст очень хорошая надежда. Вот кому из вас, кто из вас прочитал мои книги или услышал мою историю, захотел стать успешным? Честно, давайте, по-честному. Видите? Оказывается, это можно. Правда? Это можно. Вы можете стать лучше, чем я. Намного богаче, чем я. Вы не должны стать, как я. Вы должны стать 10 раз лучше, чем я. Вот так должно быть идея. Потому что если один человек отсюда до сюда дошел, а другой должен продолжать, а не повторить это будет. Поэтому вы должны, то, что за 20-25 лет, то, что я усваивал, за 1-2 года учиться у меня, то, что я накопил здесь, и продолжать быстрее двигаться. Я мечтаю, чтобы хотя бы с Таджикистана 100, 200, 300 сильных бизнесменов выращивать. Обучать их, научить то, что узнал. Как минимум 100 компаний вывести на международном уровне. Если 100 компаний мне удастся вывести отсюда на международном уровне, каждая эта компания создаст несколько десятков тысяч рабочих мест. Разве это не хорошо? Это здорово. В этом есть смысл. В этом есть большой смысл. Пойдемте дальше. 6-я причина. Люди не могут адаптироваться к новой реальности. Особенно средний возраст. Возможно, вы это заметили, да? Средний возраст очень тяжело адаптироваться. Им не получается адаптироваться к новой реальности. Знаете, сейчас мир поменялся. Очень много по-другому. Многие вещи по-другому. Сейчас, если вы заметили, даже бизнес меняется. Как люди раньше работали в бизнесе, сейчас не работают. Как оттуда купили, здесь торговали, это уже не работает. У кого есть бизнес? Поднимите руку, пожалуйста. У кого есть бизнес?
Я сейчас правду сказал или нет? Те вещи, которые работали 5-10 лет назад, она не работает. Потому что рынок так быстро начинает меняться, что люди не успевают. Я вам один хороший пример скажу. С чем это связано? Связано с тем, что вы должны, вы сами, хозяин бизнеса, должны быстрее расти, чем ваш бизнес. Проблема в том, что когда бизнес растет, а хозяин не растет, потом бизнес начинает пережить крах. Кто понял? Посмотрите на свои ногти. Они у вас постоянно растут? А почему мозги постоянно растут? Почему вы думаете, что то, что узнали 10 лет назад, до сих пор должно быть актуальным? Почему вы думаете, что то, что 5 лет назад знали, она актуальна сейчас? Вы что, у вас в руках 5 лет назад ногти, что ли? Ваши ногти умнее, чем вы? Кто понял? Кто хорошо понял? Знаете, закон жизни какой, родные мои? Постоянный беспрерывный рост. Беспрерывно. Кто вот это понял, он постоянно вперед. Беспрерывно. Беспрерывное развитие. То, что вы узнали 5 лет назад, 7 лет назад, сейчас не работает. То, что вы делали 10 лет назад, она будет не актуальным. Через года пара, 2-3 года. Вот смотрите, 10 лет назад вы другой рубашкой носили. Другие телефоны были. Вот этот зал по-другому был оформлен. У вас дома ремонт был другой. Так? На улице все. Вкус людей был другая. Посуды были другие у людей. Интересы были другие. А сейчас будет другое. Вот. Значит, главный секрет успеха – это беспрерывное развитие. Каждый раз, когда вам охота, что, ладно, потом сделаю, посмотреть на свои ногти. И задавать себе вопрос, если ногти растут, почему я не должен расти? Постоянно мотивируйте себе так. Если они растут, почему я не должен расти? Почему я должен расти? Постоянно себе задавать вопрос. Это даст вам огромную мотивацию, толчок, чтобы вы не остановились. Да, вы сейчас хорошо зарабатываете, да, вы сейчас хорошо умеете делать. Но это не показатель, что через 2-3 года вы будете востребованы. Через 2-3 года будут другие конкуренты, другой рынок. Если сейчас вы не будете постоянно совершенствоваться, заберут у вас бизнес. Никогда не забуду, в Худжанде один парень подошел ко мне, несколько лет назад, это было 4-5 лет назад, и он мне говорит, знаете, говорит, я занимаюсь магазин запчастей, я его сюда поставлю, чтобы это было видно. Он сказал, я занимаю магазин запчастей, малым, и вот, знаете, мой магазин в очень хорошем месте, вот такой прикростке находится, вот в таком прикростке находится, вот где-то вон тут мой магазин. Я не понял, где-то в сторону автовокзала Йова. И он мне говорит, мы работаем уже 16 лет. 16 лет. Пожалуйста, внимательно послушайте. Попытались открыть в другом месте, в другой стороне города. Я так понял, что в сторону, сторону, где этот 33-й микрорайон. Где-то в ту сторону попробовали открыть, как-то не пошло. И он сказал, это бизнес остался от родителей. Он хороший парень, мне понравился этот парень. Он сказал, это бизнес остался от родителей, и теперь я сам один. 3-4 года пытались держать 2 магазина, я заметил, что здесь я зарабатываю, там просто расходую. Просто расходы идут. И то, что тут зарабатываю, там трачу. Поэтому пришлось его закрыть. И мы его закрыли. И он говорит, знаете, недавно, говорит, кто-то открыл большой магазин. Прямо пришел рядом со мной. Вот такой большой открыл.
какие бессовестные люди, не думают, что у меня есть семья, не думают, что у меня тоже есть расходы. Я 16 лет тут работаю. Какие-то бессовестные, говорю. Они не боятся Бога.